Установление налоговой ставки в размере 0% для отдельных категорий налогоплательщиков, а именно индивидуальных предпринимателей, а также снижение ставок по упрощенной системе налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства. Смягчающие меры поддержки в период распространения коронавируса в Минэкономразвития приняли еще в 2020 году. За это время разработано и реализовано несколько госпрограмм. Мы все знаем, что меры были приняты очень серьезные. В частности, мы 16 предприятий признали системообразующими. Далее были большие изменения внесены в нормативно-правовые акты. Были реализованы механизмы и обеспечения работоспособных выплат заработных плат, оптимизации налоговых, снижения налоговых отчислений, арендных платежей. И непосредственно в настоящее время у нас стоят задачи по увеличению количества предпринимателей, занятых предпринимателей, чтобы достичь и показателей, в первую очередь, по нацпроектам. Пандемия коронавируса в первую очередь отрицательно сказалась на деятельности частного и среднего предпринимательства. В прошлогодний период 42 субъекта России увеличили госдолг. Вместе с тем в Ингушетии, благодаря своевременным принятым мерам на федеральном уровне, не просела такая отрасль, как сельское хозяйство и строительство. Чего не скажешь о работе сферы обслуживания и розничной торговли. Тем не менее, как сообщили в Минэкономразвития, положительных показателей тоже достигли. Вместе с тем, в республике у нас удалось в прошлом году снизить госдолг почти на 50%, с 11 миллиардов до 5,5 миллиардов рублей. В целом можно сказать, что 2020 год мы закончили лучше, чем ожидалось. То есть критических таких показателей мы не получили. Если говорить о работе, допустим, нашего подведомственного учреждения «Республиканский бизнес-инкубатор», то мы продолжаем свою работу в штатном режиме, то есть оказываем имущественную поддержку. Магазский бизнес-инкубатор заполнен на 100% у нас, а Карабулакский бизнес-инкубатор порядка 80% заполняемость, то есть люди могут обращаться, приходить, имущественную поддержку мы продолжаем оказывать. В Минэко отмечают, они смогли обеспечить бесперебойность реализации 6 инвестиционных проектов в рамках программы социально-экономического развития республики. Это завод «Реак» по производству алюминиевых профилей, модернизация завода по производству кирпича, КСМ «Неон», также птицекомплекс «Южный». Специфика проекта такая, что он является для нас масштабным и рекордным по стоимости проекта. Там около 4 миллиардов потрачено. И регион смог обеспечить финансирование, кредитование данного проекта по линии Россельхозбанка. В 2020 году был выделено финансирование в размере более 1 200 000 000. И на данном этапе уже мы смогли завести первые инкубационные яйца. Консультация, лицензирование, обучение, маркетинговое сопровождение, финансовое планирование и другие. Такие задачи реализует Центр «Мой бизнес», который оказывает услуги предпринимателям. По словам руководителя Магомеда Нальгиева, за короткие сроки в период пандемии они в режиме онлайн провели более 180 дистанционных встреч для предпринимателей по подаче заявок о получении мер антикризисной поддержки. В этом году Центр «Мой бизнес» реализует 3 федеральных проекта. Мы вынуждены акцентировать свое внимание на вовлечении в предпринимательскую деятельность, то есть способствовать тому, чтобы люди выходили из тени, официально регистрировались, чтобы они не боялись, то есть это поддержка им по линиям бухгалтерии, помочь им не платить лишние налоги, которые они не должны платить, привести людей к более высокому уровню финансовой грамотности, чтобы каждый, даже тот, кто не является предпринимателем, имел достаточно информации, базовой информации о налогах, о основах ведения предпринимательской деятельности. Рассказали о мерах поддержки и социальных предпринимателей. В первую очередь речь идет о наделении специальным статусом тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность в общественно полезной сфере. При подаче заявки предприниматель получает статус социального предпринимателя, он попадает в реестр социальных предпринимателей, он получает дополнительные льготы, налоговые льготы вплоть до 0%.
Также он получает льготы при получении государственного имущества в аренду. Более того, он получает в этом году еще и грантовую поддержку. В этом году планируется от 10 предпринимателей поддержать грантами, и сумма грантов будет около 500 тысяч рублей. Рассказали также и о работе Фонда поддержки предпринимательства Ингушетии, по линии которого есть возможность получить микрозайм в размере 6% годовых в сумме от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Помимо этого, фонд выдает поручительство по лизингу, кредитным и иным договорам субъектам малого и среднего предпринимательства. Адам Мережков, Акраман Дасхоев, Новости 24.